Здравствуйте! Клуб маршрутами Удмуртии второй раз проводится в формате онлайн. В начале 2020 года вышла первая серия тревел-сериала «Супер Удмуртия». Мы пригласили продюсеров этого сериала Льва Рогожникова и Александра Мерзлякова, а также ведущего Дениса Назарова. Как к ним пришла идея снимать сериал про Удмуртию, чем они вдохновлялись и что увидели интересного, расскажут наши гости. Как мы начнем? Мы начинаем так. Мы представляем проект «Супер Удмуртия». Это Александр. Меня зовут Лев. Мы продюсеры проекта. Мы, собственно, те люди, которые его придумали, которые его воплощают сейчас в жизнь. Начнем с того, как это вообще все начиналось. Я расскажу, наверное, свою версию, да, откуда все это идет, там, как я это видел, да, как я это изначально представлял. Я пожил в Калининграде, примерно, наверное, год ездил туда. И приехав сюда, в Удмуртскую республику, обратно, да, в свой город, прогуливавшись здесь как раз по Советской, посмотрел на привычные для себя улицы несколько по другим углом, потому что они для меня уже стали немножко как бы по-новому выглядеть. Я их давно не видел, и посмотрел, думаю, прикольно. Интересное ощущение, поймал себя на этом именно, что мне стало интересно в тех местах, которые я знаю, в принципе, наизусть. Ну, так скажем, каждый там какую-то выемку в асфальте я видел уже, да, и к ней привык. Я сам из Ижевска, да. Вот, и опять возвращаясь к теме Калининграда, за этот год я узнал об этой области, об этом городе очень много разной информации, то есть и понял, что я знаю на самом деле о Калининграде больше, чем знаю о своем городе, о своей республике, где я живу. То есть мне стало как-то интересно узнать, что у нас есть за пределами города Ижевска. То есть так как я, в принципе, рекламный фотограф, я поездил по городам Удмуртской республики, но очень точечно. То есть я их так, чтобы прямо познать их, я не знаю. То есть не знаю, кто там живет, не знаю, что там можно поделать. И у меня сложилось такое ощущение, что, в принципе, за пределами там, скажем, нашего города и вообще в целом есть чем заняться, если поискать. Вот. И везде есть какие-то интересные, крутые места, ради которых ты можешь поехать и что-то там новое для себя подчеркнуть. Вот. У нас с Сашей так сложилось, что было обучение в кластере туризма, мы рассказывали про упаковку контента, то есть как что делать. И как раз встретились с этими людьми, которые представляют регион у себя на местах. И они нам рассказали разные истории, что у них есть. То есть это там различные какие-то поющие ручьи, уникальное абсолютно явление природы вообще в мире в целом. Вот. У кого-то там какие-то каньоны есть, еще какие-то вещи. Говорящие ручьи. Да, говорящие ручьи. Это жители Удмуртии рассказывают? Это жители Удмуртии, это те люди, которые занимаются непосредственно у себя на местах туризмом. Вот. И они нам говорят, ребят, нам говорит, нечего показывать, мы вообще не знаем, что делать. Вот. А мы, Саша, смотрим на них и думаем, блин, ну вы только что рассказали, я просто гору всего интересного, того, что хочется посмотреть. То есть и я в этом плане ориентировался на то, чем я хочу заняться в выходной день. То есть Супер Удмуртия – это маршруты выходного дня, то есть чем можно заняться, куда поехать, как альтернатива того, чтобы не идти, например, в торговый центр, не знаю, у нас просто принято, то есть выходной день, торговый центр, кино, какие-то, возможно, прогулки в парке, которые все уже изучили там за свои года, которые здесь живут, да, и походы в бар. Вот, то есть, в принципе, каких-то других альтернатив для себя люди не рассматривают. Они копят деньги для того, чтобы поехать, например, там, в Турцию, они ездят там еще куда-то, в общем, один раз в год, кто-то 2 раза в год, да, ездит, кто-то чаще, но в основном основная масса населения, они долго копят эти деньги для того, чтобы поехать и отдохнуть. То есть они вырвались на 7-15 дней, кайфанули и снова пошли в работу. И не рассматривают для себя какие-то еще варианты сценариев, как можно переключить голову, ведь мы же ездим на разные вот эти отпуска там, и так далее, для того, чтобы переключиться, для того, чтобы отдохнуть. Здесь в моменте мы тоже можем это делать. То есть вопрос только подхода и вопрос выбора для себя сценария. Ты можешь весь год сидеть и копить эти денежки, чтобы 7 дней потом потратить, понежиться на солнце. Либо ты можешь каждый выходной изучать для себя, переключаться, иметь возможность отпустить свою голову и переключиться на что-то другое, на что-то интересное. И вот в этом плане Супер Удмуртия, она уникальна по своему, как скажем, формату.
Вот, и я в нее вкладывал непосредственно вот такие смыслы. Вы как раз до пандемии придумали этот проект. Все И верно. так совпало, что как раз по Удмуртии и по регионам люди стали ездить, потому что выехать за границу, например, сложнее стало. Мгм. Очень относительная на самом деле штука, потому что с точки зрения как раз проекта, я как, назовем так, проектный менеджер, продюсер, который Ну, не всегда знает, как надо, но точно знает, как делать не надо. И вот в этот момент как раз Супер Удмуртия рождалась именно как системный проект, который людям рассказывает о сценариях выходного дня, а что еще можно сделать в Удмуртии. С одной стороны, мы обсуждали это, по-моему, в декабре, был конец ноября, начало декабря, то есть до пандемии и так далее было еще далеко, но, грубо говоря, мы об этом не думали. Так совпало, что наложилось обучение, то есть это определенная сразу же контактная база, определенная база для нас сценариев, то есть действительно, чем заняться там, в Кизнере, да, у них там говорящий ручей, каньоны и так далее, просто прекрасные люди. Потому что Лев не сказал, вот там любимая фраза, что мы там не будем Таиландом, Турцией и так далее, мы будем Удмуртией, и самое ценное – это люди. И вот, правду говорим. Самое ценное – это люди, и Супер Удмуртия, она о людях. То есть понятно, что как продукт, как медиапродукт, это сценарий, это там красивые съемки, куча подготовительной работы, там, монтаж, спецэффекты и прочее. Но мы своим действием, тем, что мы делаем, по большому счету мы пиарим, развиваем районы. Мы рассказываем, показываем людей. Потому что отзывы сегодня нас смотрят ребята, которые переехали достаточно давно из Удмуртии в Америку. То есть, по большому счету, для них Удмуртия – это прошлая жизнь. Но они смотрят, они там, сейчас у нас голосование идет в конкурсе, голосуют, лайкают, комментируют, они болеют, да, за этот продукт. Есть ребята Санкт-Петербург, Москва. Есть сейчас мы обсуждаем там с ребятами из Финляндии и из Италии разные тоже точки соприкосновения. То есть они уже какие-то туры хотят здесь заказать? Мы не совсем про туры. Тут, как объяснить, мы больше про медиа, мы больше про картинку, про упаковку. Потому что все-таки туризм, туры выходного дня, возить людей на автобусе – это история про туристический бизнес, туристический кластер и так далее. Мы здесь определенный помощник, определенный такой медиа-саппорт, да, который помогает срастить условно этих туроператоров, упаковать какой-то маршрут, сценарий, район, рассказать о нем. Вот. Мы недавно собирали отзывы от людей, с кем мы так или иначе по проекту столкнулись. То есть, это локация, куда мы выезжали. И люди пишут, что, мы давно хотели сделать отзыв, потому что мы так счастливы, что с вами там столкнулись, встретились. Просто руки не доходили, спасибо, что напомнил. Когда они начали эти отзывы постить в своих соцсетях, это было настолько тепло и приятно, и это было настолько ответом на вопрос, а то ли мы делаем, и это было еще одним подтверждением, что да, мы делаем то. Если смотреть на пандемию, для нас, как бы грубо не звучало, есть там в чем-то плюс, условно, люди начали больше увлекаться внутренним туризмом, да, смотреть в эту сторону. А с другой стороны, внутренний туризм был ведь и до этого. С чем мы столкнулись, когда мы сняли пилоты, это было 5-7 марта, 2 пилотных выпуска, Сарапул и Карамас-Пельга, да, у нас была, Киясовский район. У нас как раз с апреля начался там карантин, да, и, соответственно, туризм, он про людей, он про путешествия, и когда люди сидят дома, они просто не могут никуда выехать, это тоже создало определенные проблемы, накладки там, и в съемках в том числе, да, и в продвижении проекта, продукта. Но мы, получается, сейчас прожили вот этот вот период изоляции, у нас сейчас часть серий там не выложена, сейчас выложено есть там 5 серий, и еще порядка там 7-8 сейчас маршрутов на написание сценария. То есть потому что там не все так быстро, не все так просто, там очень много именно проектных вот этих вещей. Мы сейчас приходим больше к систематизации, потому что там Супер Удмуртия как проект может там, жить, существовать, развиваться только при приходе к определенной системе, да, там, к определенным задачам, потому что любой проект всегда там начинается, у меня, по крайней мере, а давайте попробуем сделаем кино. То есть изначально задача была попробовать сделать вообще нормального качества продукт.
не сильно проработаны, там нету, допустим, маршрутов, цен, как сейчас в дальнейших сериях идет, да, потому что мы с каждой серией пытаемся вынести в нее все больше и больше пользы, именно для конечного потребителя, для человека, который ищет сценарий, ищет маршрут выходного дня и хочет узнать о регионе больше. Поэтому сейчас у нас такая стадия развития, определенная стадия роста, определенная стадия новых осознаний, пониманий, совершенствования продукта. Она для нас очень интересная, для нас она очень новая. Вот. Вы планируете все районы Удмуртии заснять? Ну, если мы скажем, что мы планируем все, может быть, у нас все районы заснять не получится. Мы, конечно, бы хотели. Проект жизни. Вот, да, это проект жизни, то есть у нас 25 районов, 5 городов. Вот, у нас, грубо говоря, там про Сарапульский район, да, или про любой другой город республики можно снимать бесконечно под разными углами. То есть можно в одном городе или в одном районе, локации сделать там и 3, и 5, и 10 серий, наполняя разными смыслами под разные аудитории. Мы попробуем отснять все-таки как можно больше. При этом ориентируясь не только на свой регион, но и на близлежащие регионы, показывая им, что у нас здесь очень классно, у нас есть люди, места, локации, куда можно приехать отдохнуть, действительно классно провести время. И компанией, и семьей, потому что у нас сейчас вот разные уже и локации, и серии появились под разные аудитории. А вы изначально городские жители или в детстве, например, ездили в деревню? Мы абсолютно видели? городские жители. То есть вы не видели того образа жизни? Ну, в целом нет. Всё Я это вот его новое для практически не касался. Для меня действительно это все впервые. То есть такие вот Ну, что больше знакомства с кухней. Например, я вообще Да. люблю в целом, и одно из наших, наверное, таких основных направлений вообще в туризме — это еда. Вот. И для меня конкретно интересно изучать кухню, которая есть в районах, и она абсолютно отличается. Например, там перепечи, не знаю, в Волнашах отличаются от перепечи в Игре и так далее. У всех есть свои разные рецепты, у них есть там в Табане еще много разного всего, то что мы, Саша, уже попробовали, там разный морковный чай, чай из клевера, какой-то разный хлеб, который они пекут. То есть это все очень интересно, это все уникально абсолютно. Даже вот если мы берем про то, что у нас там Удмуртия родина пельменей, вот, и пельмени-то они тоже в каждом районе там свои. Пельмени с редькой там. У игринцев, у них, например, там, сколько там, больше 15 разных вариаций, да, этого блюда. Вот, то есть все очень интересно, и об этом хочется рассказывать, хочется, чтобы люди ездили и пробовали, узнавали для себя вот какие-то новые вещи, которые находятся буквально там, в часе езды от их родного города. Это у вас первый такого рода проект? В формате именно сериала, да, это первый такой проект. Вообще в целом, то есть я сам рекламный фотограф, у меня там где-то на моих страничках периодически встречалось какие-то вещи, которые мне хотелось тоже там рассказать, какие-то чек-листы маленькие, там, куда съездить, что-то поесть и так далее. В формате больше, наверное, фотографий, то есть и ну вот здесь в Супер Удмуртии я конкретно отвечаю как креативный продюсер, то есть за какие-то фишки, за какие-то внутренние вот эти истории, которые мы видим там, не знаю, с кружками, с наполнением по сюжетам периодически, да, по каким-то маршрутам, которые мы собираем, в том числе Саша. Сейчас одежду мы Вот, начинаем планировать, потихонечку идем. Есть первые макеты, так скажем. То есть потихонечку мы приходим к тому, что Супер Удмуртия не только про съемки и путешествия, она в целом про людей, она про бренд. Да, и он может быть разным. Это могут быть одежды, это могут быть кружки, это могут быть съемки. У нас сейчас запускается очень интересная людям история с интервью, потому что у нас безумно огромное количество классных людей. И очень важно о них рассказывать. И если так сложилось, что фактически мы создаем такое медиа и имеем возможность их как поддержать, рассказать о них большему количеству людей, мы ее, конечно, начинаем использовать. И это определенный интерес вызывает. Потому что очень много ездим по региону, очень много встреч, общения, и в какие-то моменты мы просто вне съемок выпускаем очень много интересного контента, который можно упаковать. Формат влога у нас появился, формат интервью каких-то быстрых. Может быть, появится подкаст. Пока непонятно, в каком он будет виде, формате. Но, скорее всего, он будет. Будем думать об этом вообще в целом. А в процессе съемок были ли какие-то такие интересные моменты, которые прямо запомнились?
Ну, их на самом деле было много. Ступор такой. Все, наверное, да. Вот. У А нас что было- касается было- интересным. Ну, как бы разные ситуации. У нас было так, что мы там выходим, а у нас машина, например, не едет. Ну, там по И она не едет 3 определенным часа. причинам, да. Она просто не заводится. Ну, там был сбой с сигнализацией в автомобиле, то есть, и вот у нас там люди в 8 утра стоят, уже все заряжены, а машина не едет. То есть, вот мы 3 часа ждем, пока нам ее Мы пришли к направят. тому, что Забавно. планируя каждую съемку, мы учитываем опыт предыдущей съемки, Мгм. и в этой съемке получаем еще один опыт. Он не всегда позитивный, но и негативным мы как бы не назвать. Он просто дальше усиливает Мгм. непосредственно проект, потому что те съемки, которые были изначально, у нас не было ни сценария, ничего. Вот есть дата съемок. Ну, мы прыгнули, тоже поехали. пробовали, там, мы хотели попробовать лайв-формат такой, все-таки, давай будем говорить, да, не о том, что там не было сценария, там все-таки он как бы, у нас Объективно, были там понятные был точки, но мы интерактив хотели, да, чтобы это определенный. было вот прямо, ребята были живьем, то есть такой формат, но потом пришли к тому, что у нас все-таки готовый сценарий. Есть сценарий, он в любом случае интерактивный, живой, но есть Мгм. какие-то вот отметки, да, появился там тайминг, появилась какая-то систематизация, ну и прочее. То есть это Ну тоже, да. можно сказать, Это точки лайв-формат, зрения- но такой структурированный. продукты и производство, потому что в любом случае фактически мы занимаемся производством, да. объективно, да, и процесс вот этих всех съемок и этапы съемок, они абсолютно производственные. Это нахождение локации, это сценарий, это партнеры, это команда, там монтаж, согласование монтажа, там постинг, продвижение, сопровождение и так далее. Профессиональный процесс. Это полноценный Да, там прямо очень много процесс. И процессов. без этого процесса и без совершенствования этого процесса, в принципе, проект развиваться с какого-то момента не может. Потому что будет хаос, путаница и так далее. Вот как-то так. Мгм. Ну, вы говорили, что снимаете, чтобы создать какой-то определенный бренд в Муртии, показать этот бренд миру. наверное. Вот я так скажу, отвечу на этот вопрос. То есть все, что я видел до этого, да, то есть вообще, в принципе, и в своей работе я всегда стараюсь делать лучше, чем делают это вообще здесь в целом все, объективно. И если мы посмотрим на какие-то программы там и так далее, как преподносит наш там регион, у меня конкретно и у многих моих там друзей всегда вызывал некий стыд, мы это называем испанский стыд. Вот, и я этого не боюсь как бы говорить об этом, что действительно это так. То есть почему-то все время у нас делают так, чтобы это было, ну, не кликабельно. То есть хотя огромное количество примеров, как это сделать хорошо. То есть сейчас, в эпоху контента, просто хорошего контента, сделать, просто посмотреть, как это делают другие, нетрудно. Ну, просто сделать, хотя бы скопировать элементарно, чтобы это смотрелось хорошо. Но, к сожалению, почему-то у нас это категорически делать не принято, и делается все вот исключительно по каким-то вот нашим таким местным форматам. То, что когда ты смотришь, ну, почему я называю испанский стыд, тебе стыдно, ты вроде бы это не делал, вот это вот ты смотришь. Это как «Дом 2» примерно, да, посмотреть. Ты смотришь, думаешь, блин, стыдно, короче, там, случайно поймал на канале. Вот у нас в основном здесь точно так же. И почему-то вот к этому люди не переходят. И в нашем проекте мы делаем так, чтобы это было красиво, прикольно, интересно, и за это не было стыдно. И вот я могу сейчас сказать, что когда я смотрю наш продукт в данный момент, мне за него не стыдно. И это для меня самый главный критерий моего внутреннего критика. Вот. И людям это нравится, они это поддерживают, значит, мы делаем все правильно. Вот так. Для меня самое важное, чтобы было позитивно, назовем это Мгм. как такой, не знаю, хозяйственный патриотизм называется или еще как-то. То есть, грубо говоря, у меня есть убеждение, что чем более классный, интересный, хороший, качественный, позитивный продукт мы сделаем, тем больше пользы мы принесем тем локациям, тем людям, к которым мы приезжаем. В виде потока туристов, в виде узнаваемости. И мы будем тем маленьким камушком, той маленькой точкой, да, которая позволит им получить плюс какое-то развитие, которое может, понятно, измерить просто в количестве людей, которые к ним приехали. У нас пока не сильно эти метрики отлажены, но мы стремимся к этому, потому что люди пишут и в Инстаграм-директе, и в приваты. Спасибо, что вы рассказываете, вы у нас ездили, нам очень понравилось, и так далее. То есть ездят уже по вашему Да, маршруту? ездят и ездили изначально, вот начиная, наверное, с игринской серии с Мувера, да, когда у нас стало там побольше подписчиков и прочее, люди начали прямо писать, как доехать, как приехать, скиньте контакты. И действительно, вот это та основная польза, которую можно померить
факте, который мы стремимся приносить. И качество контента, качество вообще подачи играет здесь, ну, далеко не последнюю, а то и там самую первую, да, роль. И контент должен быть качественным, конкурентоспособным, чтобы мы могли его показывать там не только в Удмуртии, не только вот, ребят, смотрите, мы там кино сняли, но и в ближайших регионах, в целом по стране. Сейчас у нас крутится эта история в конкурсе Общероссийского народного фронта, путешествует по России. И абсолютно не стыдно, что она там есть. И это очень важно, у нас народ голосует. И нам очень важно, мне очень важно там победить почему-то, я не знаю почему, но я думаю, что у нас очень хороший продукт, проект, который показать не стыдно. Его смотреть интересно, у него хорошие отзывы, и мы в каждый момент смотрим, как это еще улучшить. Ну и вот говоря про позитивный вектор, опять же, то есть у нас у людей, почему-то, когда они ездят, у них постоянно очень завышенное ожидание. Сейчас вообще от всего завышенное ожидание. То есть покупаешь, не знаю, шаурму в ларьке, и у тебя завышенное ожидание, то, что это должно быть супер просто идеально, там все должно быть супер проварено, все должно быть мега просто классно, и подача должна быть такая, чтобы ты просто сказал вау, и при этом ты заплатил 100 рублей. Вот. Такого понятно, что это обычно не бывает. И здесь, когда ездят люди по маршрутам, они тоже такие, ну вот как бы нет инфраструктуры, да, где-то чего-то не хватает. Я говорю, что у нас тут делать там и так далее. Но вот, опять же, ездим в разные страны Азии, где периодически вообще ничего нет. Там даже бывает, что нету аптеки. Вот я лично был, там пытался умереть один раз в Таиланде. Вот. Там никто по-английски не разговаривает, аптеки нет и нету больницы. Вот это такой самый отдаленный остров. Но есть какие-то люди, но они тоже где-то там непонятно где. То есть, если с тобой что-то случилось, то, ну, все как бы трэш. И магазин, который работает тогда, когда он хочет работать. То есть, там, он сегодня может работать, а может не работать. Или открылся, например, только вечером. Вот, и так далее. То есть, там тоже нет как таковой инфраструктуры. Но ты когда туда едешь, ты говоришь, блин, вау, круто, короче, как классно. Я там пытался умереть, не умер. Все-таки выжил, в общем, и все круто. Вот. То здесь мы опять же говорим о том, что везде есть чем заниматься. Нужно просто понимать вектор вот этого. То есть люди ездят в Исландию, где холодно, и люди ездят там еще куда-то, да, где жарко. Вот. Здесь у нас тоже есть что посмотреть. То есть вот эта внутренняя культура, она у нас, безусловно, очень, очень большая. Здесь разные народности живут. Здесь это если мы говорим про народности. А если мы хотим просто где-то отдохнуть и что-то поделать прикольное, интересное, то здесь живет масса интересных людей, уникальных, там, как, например, Александра из Кузницы Моров, да, девушка-кузнец. Я когда об этом узнал, думал, блин, прикольно, вообще круто очень. Андрей Вот. Гончар из Андрей Сепа, Гончар, да, из Сепа. Зебринского района. Есть ферма верблюдов, есть ферма этих сурикатов. Есть ферма этих оленей, да, оленей ферма. Вот. Ферма Хаски. То есть, ну, у нас регион такой, которому есть чем похвастаться, есть что посмотреть. И вот эта инфраструктура, она здесь такая, и это является особенностью жизни нашего населения. То есть это особенность, которая, в принципе, интересна, как живут люди вот здесь сейчас. У нас вот так. В Чечне по-другому, например, там. В Кабардино-Балкарии еще там как-то, да, в Сочи. У них там своя история. Поэтому здесь нужно этим гордиться и это показывать. Безусловно, это нужно улучшать. Безусловно, люди к этому приходят, но к этому нужно их подвести. То есть мы своим сериалом показываем, опять же, то, что как это можно сделать. И мы только про позитивный настрой и про позитивный вектор. Вот так. А еще можно спросить, вы сказали, что 7-8 уже серий заранее продумано, куда вы поедете, да? И какие это места? Сарапул, Сарапульский район, это, я думаю, что город Глазов, это Воткинский район, Завьяловский район, Малая Пурга, это вот из того, что сейчас в памяти всплыло. А может еще личные какие-то истории расскажете? Вот Лев рассказал, что гуляя по другому городу, вы обнаружили, что у нас тоже много всего интересного, не хуже. Я просто по-другому стал смотреть. Ну да. А вы, Александр? Моя история, она такая больше тривиальная, потому что очевидно, что туристический сериал, ну или сериал, направленный на тематику туризма, он должен быть. Ну, то есть это та вещь, тот продукт, которого нет, но он должен быть, потому что это решает очень многие задачи по продвижению локаций, маршрутов, региона и так далее, и так далее. И я просто как, посмотрел на это просто как системник, потому что если мы снимаем один там фильм, одну какую-то, да,
делаем съемку про какой-то тренд. Это очень разовая история и очень такой разовый эффект. Посмотрели, забыли. И поэтому развитие туризма, развитие вот этих локаций, оно может существовать только при системном подходе, то есть при ряде серий, да, при ряде маршрутов, при ряде локаций. Мне вот это было интересно. Подойти к этому с этой точки зрения, систематизировать, именно создать продукт. У меня всегда азарт создания продуктов, так назовем, на ровном месте, грубо говоря. Там созвонились со Львом, Лев, погнали делать сериал. Можем сказать, как команда, кстати, собиралась. Как? Тоже было интересно. Можете Ну. рассказать, как собиралась ваша команда? Как она собиралась? У нас собиралось очень просто, на самом деле. Мы так, как ты называешь, в три звонка, да? Вот у Саши есть В три подхода. такая формулировка. Вот. Но тут самая важная была идея. Вот. И когда, значит, Саша вышел и анонсировал нашим учащимся у нас людям по контенту, вот тем как раз, кто связан с туризмом, сказал, что мы будем снимать сериал. Вот. В принципе, мы уже тогда с ним решили, что почему бы нет, почему бы не попробовать, мы же ведь, в принципе, можем, у нас есть все для этого. Вот, и я сказал, наверное, ребятами, которые должны вести этот сериал, будут Вера и Денис. Вот, на Веру я тогда не был подписан особо, то есть я периодически, когда она мне показала в ленте, я ее пролистывал. Вот, но когда решили заниматься сериалом, я подумал, так это должна быть Вера, потому что она очень самобытная, она веселая, интересная, она удмуртка по национальности. Вот, и Денис, который тоже такой веселый и позитивный парень, ну, такой и не совсем молодой, и не супер возрастной, да, такой средний возраст хороший. Вот, я понял, что это точно должен быть он тоже. И мы позвонили, встретились с ними, рассказали им идею, сказали, ребята, мы хотим снимать вот такой сериал. Они сказали, все круто, давайте попробуем, потому что первые серии у нас были, условно, не коммерческим, снимали их за свой счет. Вот, у нас есть мой замечательный друг Кирилл Черкашин, видеооператор. Вот. Созвонились с ним, предложили ему эту идею. То есть, а почему бы не попробовать сделать такой продукт? Он тоже поддержал, и вот так родились первые пилотные выпуски. Мы просто поехали. Ну пришли еще в СПЭК. Вот, сказали, ребята, мы хотим кино снимать, да, к нашим партнерам. партнерам любимым. Вот, мы говорим, хотим снимать кино, дайте нам пару машин, мы там поедем делать вещи. Мне сказали, ладно, берите. Вот. И вот так получились первые пилотные выпуски, 2 серии, которые мы вот с вами видели. Дальше мы оттачивали уже все. Дальше пилот, у нас, чтобы посмотреть. Случилась Анжела, это мечта ее Да, всей жизни да. была, заниматься съемками сериала туристического. В ее задачи сейчас входит как раз сценарная работа. Сценарии, посты, то, что люди читают у нас в сетях, в Инстаграме, люди читают Анжелу, нам в этом плане прямо супер замечательно. Ну, И она реализует через вот эту историю прям свою мечту. Как журналиста, как travel-блогера и так далее. Поэтому Супер Удмуртия — это такая история многогранная, где каждый участник находит для себя что-то свое, где каждый партнер, который соприкасается с брендом, с проектом, находит что-то свое, на абсолютно позитивное, на абсолютно про добро, про реальный результат в виде туристов, путешественников, медийных охватов и так далее, и так далее. Вот она об этом. Здорово. Вот как-то так. Отлично. На этом, наверное, можно закончить. Спасибо. Спасибо, что Да. пригласили.